В центре внимания повестки дня оказался законопроект о республиканском бюджете на 2026 год, представленный министром финансов Саидом Губаз. Согласно отчету, общий объем доходов государственного бюджета прогнозируется на уровне 19 миллиардов рублей, в то время как расходы составят 19,5 миллиардов. Дефицит бюджета оценивается в 500 миллионов рублей. Доходы республиканского бюджета – 14,3 миллиарда рублей. Расходы – 14,8 миллиардов. Российская финансовая помощь – 5,5 миллиардов рублей. 4,25 миллиардов рублей в целях социально-экономического развития. 1 миллиард в рамках инвестпрограммы. 250 миллионов рублей на финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики на 2026-2028 годы. Хочу отметить также, что в расходной части республиканского бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление межбюджетных трансфертов для местных бюджетов в объеме 1 миллиард 909 миллионов рублей, что на 104 миллиона рублей выше показателей, утвержденных в текущем финансовом году. Также дефицит республиканского бюджета планируется, как я уже сказал, он равен дефициту государственного бюджета в размере 500,3 миллиона рублей. Основными источниками финансирования дефицита планируются кредиты из Национального банка. И также статьей закона о республиканском бюджете предусмотрено бюджетное ассигнование в размере 93 миллиона рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по государственному экспортному кредиту. Таким образом, по состоянию на 1 января 2027 года остаток по данному кредиту составит 833 миллиона рублей. Депутат Народного собрания Резус Антария предложил внести корректировки в законопроект и рассмотреть во втором чтении. Если сравнить все те статьи затрат, ту структуру, которая была в прошлые годы, 2024-2023 год, никакой оптимизации затрат не произошло. Все те ведомства, которые были, они существуют в тех же затратах. Все те ведомства, которые эффективно работали, неэффективно работали, они же и остались. Так что произошло? Что сделало правительство тогда? И где их те самые меры, которые привели бы к оптимизации затрат и улучшению качества работы? Вот что я хотел бы увидеть вот в этом документе, но его здесь нету. И во втором-третьем чтении, наверное, надо будет, уважаемые коллеги, именно над этим подумать, как сегодня рассмотреть ту самую эффективность, увидеть вот в этих документах затратной части. Вы прекрасно знаете, что 3-4 ведомства сегодня, которые саму структуру, да, которые не несут ту экономический эффект, который необходим. Так зачем же на них тратить деньги? Содержание чиновничьего аппарата обходится бюджету республики около 3 миллиардов рублей. Депутат Дмитрий Маршаня отмечает, что если в среднем по миру доля чиновников составляет 5% от занятого населения, в России этот показатель достигает 12%, а в Абхазии – 40%. Таких показателей, наверное, мало стран в мире есть. Есть такие показатели, где практически половина, значит, трудоспособное население, они задействованы в госсфере, это население, которое не создает практически никакой добавленной стоимости, не создает, не создаем новые рабочие места, по сути, там получают зарплату и так далее. Есть ли те нормы, допустим, вот если взять даже вот Российскую Федерацию, нету, там есть методики определенные, где то или иное ведомство определяет количество штатных единиц и может их объяснить, для чего нужно такое количество, значит, штатных единиц. Есть специальные методологии расчета, специальные, значит, методики, где рассчитывается. Нельзя ли у нас так сделать? Бюджеты 6 внебюджетных фондов Абхазии на 2026 год утверждены парламентом в первом чтении. Наибольшая доля бюджетных средств, как и ожидалось, направлена в пенсионный фонд. Финансирование фонда обязательного медицинского страхования играет ключевую роль в обеспечении доступа граждан к необходимой медицинской помощи. Это свидетельствует о стремлении государства поддерживать систему здравоохранения и обеспечивать ее стабильное функционирование. Этот бюджет значит, рассматривает две программы ежегодно. Это программа по обеспечению лекарственными медицинскими материалами и вторая программа – это обеспечение химиопрепаратами первой и второй линии и частичной третьей линии.
Увеличилась доходная часть на 23 миллиона. Я думаю, что это как раз таки будет подспорье для онкологических больных, потому что там увеличивается, то есть рост заболеваемости. В первом чтении парламент внес изменения в закон о бюджете Фонда социального страхования и охраны труда. Расходная часть бюджета фонда увеличивается на 33 миллионов рублей и составит 265 миллионов. Внесение изменений обусловлено необходимостью корректировки параметров отдельных направлений расходов. Также проектом закона предполагается определить источником финансирования дефицита бюджета фонда на текущий год остаток денежных средств фонда на 1 января 2025 года. Фонд социального страхования и охраны труда за последние 3 года повысил все государственные пособия по социальному страхованию. За последние 3 года, а на 2025 год нам удалось повысить такие пособия, как по рождению ребенка для работающих родителей до 27 тысяч рублей. И также по рождению ребенка для неработающих родителей до 22 тысяч рублей. Характерно заметить, что такой вид пособия, как по рождению ребенка для неработающих родителей, у нас не поддерживается страховыми взносами. Мы делаем все возможное для поддержания этой части нашего населения. Также на 2026 год в первом чтении утверждены бюджеты Дорожного фонда, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, а также Фонда репатриации. Доходная часть в общем составит 450 миллионов 300 тысяч рублей. Из них в 2026 году планируется направить средства фонда на финансирование следующих расходных обязательств. Обеспечение функции аппарата, работа по взаимодействию с репатриантами и диаспорой, проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв русско-кавказской войны, организация поездок в страны проживания представителей диаспор и соотечественников. Бюджет фонда репатриации на 2025 год. Данные изменения предусматривают увеличение на 20 миллионов финансирования программы по прохождению бесплатной процедуры ЭКО. Как вы знаете, в бюджете 2025 года на эту программу было заложено 30 миллионов рублей. По этой программе помощь получила 51 семья. Еще по 4 вопросам документы находятся в работе. И в связи с востребованностью предлагается увеличить в текущем году на 20 миллионов рублей. Эта сумма за счет сокращения на 15 миллионов статьи расходов на строительство в бюджете фонда репатриации и 5 миллионов – это общие вопросы социальной политики. В дополнительной повестке депутаты приняли поправки в жилищный кодекс, положившие конец практике перевода жилых помещений в нежилые с целью их последующей продажи иностранцам. Отныне, за исключением квартир на первых этажах многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в черте города, перевод жилья в нежилой фонд запрещен. Этим решением законодатели пресекли лазейку, позволяющую обходить установленные правила. Почему возникла такая необходимость, хотел бы объяснить, потому что, значит, нету единообразия, нету сегодня никаких нормативов о переводе из жилого в нежилое помещение. Сегодня, значит, на местах главы администрации сами решают, они, значит, создают положения, решения и так далее. Хочу сказать, что кроме значит, Гагринской администрации, Гагринского района, они присылают в кабинет министров, когда поступает заявление о переводе из жилого в нежилое, значит, только в Кабмин присылает Гагринская администрация, остальные все районные администрации, они пользуются своими внутренними нормативными, значит, актами, документами, исходя из чего переводят. Значит, есть много фактов перевода, особенно это касается, значит, района Восточной Абхазии. Вот только за 25 год около 100 переводов вот по районам, значит, Восточной Абхазии из жилого в нежилое. Речь идет о жилых квартирах, жилых домах. Фактически этот процесс начался не сегодня. Вот, как сказал Дмитрий Александрович, это еще с 2018 года в одном из районов началась такая практика. Конечно, легко комментировать, осуждать кого-то, быть против определенных инициатив, когда ты не находишься в структуре власти. Но когда ты заблаговременно принимаешь соответствующие решения, и на основании этих решений продолжают работать люди
и запускается процесс перевода целых огромных многоквартирных домов по этажам, ну, наверное, это не совсем честно. Мы должны об этом справедливо говорить. Если нам не подходят предыдущие проекты, вы знаете, в свое время я тоже выступал и говорил, что в определенном виде, возможно, нам проект, связанный с апартаментами, можно рассмотреть, но с учетом и дискуссий, с учетом тех рисков, которые мы увидели в том проекте, мы решили этот проект все-таки не рассматривать, и вы помните, депутаты сняли его с производства. Так сейчас аналогичное в отношении жилых квартир происходит по серым схемам. С 2008 года в Гражданский кодекс были внесены изменения, где главы, посвященные договорам купли-продажи, мены и дарения, были внесены ограничения. Чтобы не использовать юридический пробел в жилищном кодексе, этой нормой мы сможем закрыть этот пробел и юридически закрыть возможность обходить установленный запрет на приобретение индивидуально жилых домов, которые переводятся в нежилые и предлагаются к реализации иностранным гражданам. Также происходит и с квартирами в многоквартирных домах. Поэтому поддерживаем и просим, если депутатский корпус не возражает, принять и в первом, а втором окончательном чтении. Таким образом, парламентарии закрыли брешь в жилищном законодательстве, обеспечив более строгий контроль над использованием жилого фонда и предотвратив злоупотребление со стороны иностранных покупателей. Кундашова, Давид Хашик, Абхазское телевидение.